Добрый вечер. В эфире «Региональные вести», в студии Лариса Шамаева, и в начале о главных темах. Хорошая медицина – залог крепкого здоровья. Легче будет поставить диагноз, и, соответственно, эффективность лечения повысится. В медицинские учреждения Чеченской Республики поступило новое оборудование. Инновационное образование. Это тренажер-имитатор эксплуатации и освоения скважин, предназначен для отработки навыков и повышения квалификации. Какие возможности открывает перед студентами передовая инженерная школа «Русгеотех», выяснял Рамзан Абуев. Место, где традиции встречаются с современностью. Дом культуры Эрбаанта, куюртаха, куюртаха, новчеринлык, куллык, адат. В Чеченауле прошло открытие нового дома культуры. Медицинские учреждения республики получили новое современное оборудование, предназначенное для проведения лабораторных исследований. Это позволит значительно повысить точность диагностики, ускорить процесс обработки анализов и, как следствие, улучшить качество лечения пациентов. Медина Мударова продолжит. Жителям Чеченской Республики теперь доступен более широкий спектр и более точные результаты анализов. В новую партию лабораторного оборудования входят гематологические и биохимические анализаторы, медицинские анализаторы свертывания крови, иммуноферментные планшетные анализаторы и другие приборы, предназначенные для проведения лабораторных исследований. Они закуплены за счет регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Это 25 единиц техники на сумму 50 миллионов рублей. Хочу поблагодарить президента регионального общественного фонда Аймани Несиевну и главу Чеченской Республики Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова за очередную серьезную поддержку системы здравоохранения. Оборудование позволит с высокой точностью выполнять необходимые анализы, увеличить обслуживание пациентов в смену и сократить сроки ожидания результата. Оборудование распределено по 6 медицинским учреждениям. Среди них Республиканская клиническая больница, скорая медицинская помощь имени Умара Ханбиева в Грозном. Технику уже установили, и она успешно функционирует. Новые анализаторы обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с устаревшими моделями. Получили ИФА-анализатор. Это очень весомый вклад в нашу, так сказать, в наши исследования лабораторные. Это позволяет определять поступающие больные с сепсисом, с инфекциями различного генеза. Определяем. Раньше нам надо было отправлять в ЦКДЛ, центральную клиническую лабораторию. Теперь мы это можем делать здесь на рабочем месте. Далее нам выделили полуавтомат, коагулометр КОА-тест. Это тоже очень хороший аппарат. Мы очень благодарны тем, кто нам это выделил. Еще мы получили гематологический анализатор, то есть определяем состав крови у стационарных больных и поступающих в экстренном порядке. Повысилась точность результатов, ускорился процесс проведения анализов, расширился перечень доступных исследований. Также современное оборудование позволяет выявить заболевания на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Ну и, пожалуй, самый главный и важный здесь – это биохимический анализатор ДДС-240. Он позволяет быстро и точно проводить различные анализы крови и других биологических жидкостей. Его производительность составляет до 120 тестов в час. Он позволяет одновременно загружать до 40 образцов за раз, выполняя 7-8 параметров для каждого, а также передает ферменты, липиды, электролиты и другие важные показатели. Всего в учреждениях здравоохранения поступило 25 единиц оборудования. Их также доставили в поликлинике номер 1 и номер 4 города Грозного, детскую поликлинику номер 3, в Серноводскую и Веденскую центральные районные больницы. Медина Мударова, Хусейн Мурдаханов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. В Чеченауле состоялось долгожданное событие открытия нового дома культуры, построенного в рамках национального проекта «Культура». Это не просто новое здание, а настоящий центр притяжения для жителей, где будут проходить концерты, выставки, театральные постановки и творческие мероприятия. Как прошло открытие, расскажет Валентина Гусевская. На торжественное открытие первого дома культуры в истории села Чеченаул собрались местные жители, а также высокопоставленные политические деятели. Министр культуры региона Иса Ибрагимов отметил значимость нового места для творчества. Дом культуры Эрбаанта, куюртаха, новчеринлык, куллык, адат.
قام خير دوتي دونا دنيا نو دونا حقوش دو شي كولتور شي غلق قلق لردين قام دونا تانا نلا بيغدا أربولا ليرشنا بوداق وما مهكداس رمزان عرسة تقوش دو چورن بيش بولا تدام ترغو بسيچي دونا ونوخچي چوا دونا حقوش دو داق وتقوش دو چوار özdal kuyuştu, ыллыкая-уллыкая-ду, ундача халбочер, мысылгайт, метигду. Мэр городского округа Аргун также подчеркнул важность такого учреждения для развития инфраструктуры поселения и сохранению культурных традиций. Аргунский округа хатуир юрт хатуирче уемехли омартане коза уштек хаус югар социальный объект авор кедолжа аворлар дугала мехласа тондедекен ди кыржлар дауш коза школ язар коза садик язар коза так дом культур уега болжолшо информация коза хилаят ала так иштиш билгалях туда хадаш белгш وحقيقة شكولا ينلاتشو بيش بيشتو خزولا يلا так бери беш إذا ينال تيجاش بيش بعدو هنزوي تان روش كاتلو هر سيرسكي دوم كولتوريو ورسمات أجا وزاها بيرشنا универсальный говорю он да человек тасцен хилца коза кразнеш кружкище кие это букоза. Юные жители Чечен-Аула с нетерпением ожидали открытия, чтобы записаться на кружки и развивать свои таланты. Хотела бы туда пойти и пригласила бы своих друзей и подруг. Давно хотела его увидеть, когда его откроют, но сегодня пришел этот день. Я хочу пригласить сюда своих сестер, братьев и подруг. Я буду сюда ходить на музыку и на рисование. Здание построили в кратчайшие сроки, меньше, чем за 1 год. Открытие Дома культуры стало событием не только для детей, но и для старших поселения, а также для преподавателей учреждения. Теперь будем здесь работать, буду преподавать хореографию, я сам аккомпаниатор. Но детей у нас хватает, большим удовольствием будут приходить дети и очень рады этому. Но сегодня радостный день, наверное, для нас больше, чем для детей, потому что детям мы можем указать правильный путь. Когда предоставляется вот такая возможность и в школе, и в детсаду, и в Доме культуры заниматься кружками, своим развитием, ну как такое благополучие можно не отметить и не праздновать? Почетные гости торжественно разрезали красную ленту и сразу же им провели экскурсию по Дому культуры. Обучение в нем бесплатное. Дети могут записаться на 10 разных направлений, в числе которых национальные танцы, вокал, игра на музыкальных инструментах, декоративно-прикладное творчество. Детское творчество не знает границ воображения. Поддерживать и развивать его – главная задача педагогов. Ну а в новом Доме культуры каждый ребенок найдет занятие себе по душе. В творческой деятельности уже задействованы более сотни молодых талантов из поселения. Раньше коллектив репетировал в местной школе. Теперь же есть возможность обучаться в специализированных аудиториях. Гостям показали небольшое представление от воспитанников. В новом здании помимо классов оборудован актовый зал для репетиций и отчетных концертов. Тут очень красиво и можно заниматься и делать репетиции. Я танцую, потому что это очень красиво, и мы чеченцы. Юные дарования поселения регулярно участвуют в творческих мероприятиях и показывают свои достижения. Открытие Дома культуры предоставило им новые горизонты для еще большего культурного обогащения. Валентина Гусевская, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Беседа по профилактике терроризма состоялась в средней общеобразовательной школе номер 1 селения Гойское Урус-Мартановского района. Организовано мероприятие Министерством Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. В ходе мероприятия ребятам прочитали лекцию на тему гражданско-патриотического воспитания и противодействия идеологии терроризма и экстремизма. Рассказали о том, какие опасности могут подстерегать их на просторах интернета и как себя предостеречь, чтобы не стать жертвой вербовщиков, угрожающих организациям. Напомним, что данная работа проводится регулярно во всех образовательных учреждениях региона. Мероприятие, как по мне, было очень полезным,
Такие мероприятия очень нужны в школах, образовательных учреждениях. Нам сегодня на встрече рассказывали о вреде терроризма и какое зло оно причиняет. Я остался доволен встречей, и я считаю, что такие встречи очень хорошо влияют на детей. Современное образование выходит на новый уровень. Передовая инженерная школа – это уникальный образовательный проект, который готовит специалистов в области геотехнологии, инженерного проектирования и инноваций. Высококлассное образование, востребованные навыки и возможность стать частью команды, которая формирует будущие технологии. Какие перспективы открываются перед студентами в материале Рамзана Абоева? На левом экране вы видите трехмерную технологическую консоль. Там мы видим все технологические объекты в объеме. Можем посмотреть любой технологический объект с разных сторон. Это один из эффективных методов обучения студентов. В трехмерной схеме отображается весь цикл добычи нефти. Увидеть, куда и откуда движется жидкость, а также как функционируют технологические объекты вблизи, можно наглядно. Возможность изучения и тренировки навыков работы на натурных объектах с применением технологий дополненной реальности – один из ключевых принципов образовательной политики передовой инженерной школы РусГеотех. В первую очередь, конечно же, это оборудование бросается в глаза. 3D-тренажеры – это вообще сказка. Ты прямо сидя за компьютером можешь как бы вообразить, что ты на месторождении работаешь, какую-то работу проводишь. К примеру, летние практики. Ты получаешь направление, летишь куда-то и учишься уже там, а тут ты уже как готовый специалист. Школа создана на базе Грозненского нефтяного университета в прошлом году и сосредоточена на развитии альтернативной энергетики, энергомашиностроения, нефтегазового дела на заключительном этапе эксплуатации нефтяных месторождений, а также на создании автономных, беспилотных и робототехнических систем. Миссия школы – достижение технологического суверенитета России через внедрение инновационных решений, способствующих экономически целесообразному развитию в постнефтяную эпоху. Данный проект развивается как один из ключевых программ федерального уровня, который заложен в основу программы развития университета в целом. Вектор трансформации нашего университета, заложенный в основу развития университета ректором и его командой трансформации, он очень правильный и своевременный. То есть такой вектор в целом, эта программа развития охватывает в себе все ключевые направления развития университета. Программы федерального уровня, такие как «Приоритет 2030», «Передовая инженерная школа», «Карбоновый полигон», «Центр инженерных разработок», «Профессионалитет», «Стартап-студия». Их много. В каждой в этой программе заложены отдельные траектории развития нашего университета. В рамках передовой инженерной школы разрабатываются 3 специализированных пространства. Первым из них стал Центр интерактивных комплексов. Также формируются лаборатории цифровых инноваций в промышленности. Есть и уникальный нефтегазовый научно-учебный полигон, где студенты на действующих скважинах могут оттачивать свои навыки. ГАГАНТАУ стал первым вузом в стране с подобными возможностями. К 2030 году количество таких центров планируют увеличить до 10. Среди ключевых партнеров 14 высокотехнологичных компаний. Центр оснащен тренажерами, макетами и новейшей цифровой техникой. Это тренажер-имитатор эксплуатации и освоения скважин, предназначен для отработки навыков и повышения квалификации. Он воспроизводит весь цикл работы реальной добычи черного золота, что позволяет моделировать процессы, протекающие при добыче, а также разрабатывать аварийные ситуации, пути их ликвидации. В ближайших планах разработать и внедрить 21 новую образовательную программу для опережающей подготовки инженерных кадров. Центры рассчитывают вовлечь более 5000 школьников в свою деятельность в рамках ранней профессиональной ориентации и создать 7 специализированных научно-образовательных пространств. Школа также намерена подготовить 1000 специалистов, которые будут трудоустроены в высокотехнологичной компании. Для достижения этих амбициозных целей команда РусГеотех трудится усердно. Рамзан Абуев, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести. Чеченская республика. Авария – это всегда непростая жизненная ситуация, которая кардинально меняет жизнь человека. Именно так произошло жителям нашего региона, который попал в ДТП и оказался перед необходимостью покрыть значительные расходы. Но благодаря вмешательству главы региона вопрос был закрыт. Подробности о том, как была оказана помощь, в сюжете Медины Мударовой. В социальных сетях распространилось видеообращение жителя Чеченской республики. На нем мужчина просит неравнодушных о финансовой поддержке в покрытии расходов. Он объяснил, что вместе с сыном попал в аварию и разбил чужую дорогую машину. С его слов, возместить ущерб не получалось в связи с плохим финансовым положением.
Я то баска, что делал человек, то цацбан елуш, махде шок. Да делал баска, что делал человек, то бедный кругош. Видео быстро распространилось в сети и привлекло внимание главы региона. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова сразу же закрыл сбор средств для водителя автомобиля Шейх Мувсера Асхабова. А заместитель секретаря Совета безопасности Чеченской Республики Чингисхан Хациев передал деньги отцу участника аварии. Хотим выразить славу благодарности Рамзану Ахматовичу и президенту фонда, уважаемой Аймане Несиевне, за постоянное проявление поддержки, заботы и внимания. Фонде Ахча дал садо, мехтас, и вопрос решить дел. Мужчина добавил, что, будь у него возможность покрыть ущерб, он бы никогда не обратился за помощью. Рамади Асхабов выразил огромную благодарность Рамзану Кадырову, который так быстро решил очень сложный для него вопрос, а также поблагодарила региональный общественный фонд и всех жителей, которые откликнулись. Фонд активно поддерживает нуждающихся, проявляя искреннюю заботу о каждом, кто попадает в трудную жизненную ситуацию. На просторах сети множество обращений, которые были услышаны, а также сборы, закрытые благотворительные организации. Без ответа не остается никто. Митина Мударова, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Сегодня прошло награждение сотрудников фонда «Даймок» за выдающиеся заслуги в области благотворительности и поддержки социальных инициатив. Фонд, который уже много лет помогает нуждающимся, получил заслуженное признание за свой вклад в развитие общества. Турпал Тайсумов подробнее. Коллектив социального фонда «Даймок» за 10 лет с момента его создания добился небывалых успехов по оказанию помощи нуждающимся жителям по разным направлениям. Целевая группа, на поддержку которой направлена их деятельность, это малоимущие семьи и сироты, онкобольные дети и те граждане, которые отправляются на лечение в другие регионы. قيل ريجيونش كحسن يزبور خليلي زي يخلوشيات أخ ويقدمج أو كميرشد أو غديشت أو ديل إن خيتمس أخ ملديوج اللوردوس هنا سينيو خيا حدا إما خلوش بول إيش تعني هم أن يغبيت بلردو شق أحيوكش بو سؤال هذا كان سبيخا بول وين قالوا إيش ده كوجر ديك دوخ مسنا. По словам директора департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чеченской Республики Аслана Абдуллаева, Даймок проделал колоссальную работу, помогая гражданам с продуктами, медикаментами, вещами первой необходимости, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Они выполняют свой мусульманский долг, протягивая руку помощи, в том числе благодаря региональной власти. وقتو تسكسليلو شعر بيلا خلقا شيء دلش آور خلقا مخقا ومحكدين يخدع خيتين قحيوش بوي دق مصل دوي سون ديرا ويتغنين بولش أقبال خدسا أسقيقا بو مصو كيغر خوشكا شيء خلقا شيء مخقا يقر دول شمانا سيما أخل يقر دول شمان قحيق أقر أحتك ودون عش بين بلخنا يبيل بين بلخ ليت أحتو أما قحيك آراء بعدينا بيسنا والنتور خليل خلقا يقدول هم قيقا برخليل دشت خليل كيغس خليل قحيقا إذا حيقل يشقيتم يشوز سيلا وشدال ديكنس بيقا بويل. В ходе встречи с коллективом Аслан Абдуллаев наградил присутствующих почетными грамотами и благодарственными письмами за их благие поступки и не менее благие итоги. Он пожелал им дальнейших успехов во всех направлениях. Деятельность фонда дала ощутимые результаты для самого широкого круга людей. Днем и ночью его сотрудники ведут работу по реализации социальных проектов, чтобы помочь нуждающимся всех возрастных категорий. Турпал Али Тайсумов и Сайтаймин Мусаев. Вести. Чеченская Республика. Таким был день. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.